Добрый вечер. Это новости на телеканале «Якутия-24». В студии Влад Давыдов. Прямой эфир. Смотрите в выпуске. Сколько сегодня? Сводка по заболевшим COVID-19 за последние сутки по республике. Правда ли в столице участились случаи исчезновения женщин? МВД дало подробное разъяснение. Двойная дата. Сегодня День экономиста в России и 25-летие Министерства экономики Якутии. «210 новых случаев коронавируса выявили за минувшие сутки по Якутии. Больше всего заболевших в столице – 122 человека. Среди районов наибольшее число случаев выявили в Алданском, Улусе – 11 и в Сунтарском – 8. В районах создана система для лечения коронавируса, больницы оснащены аппаратами ИВЛ, оборудованием и всеми лекарствами. Мониторинг по их наличию и койкам проводится один раз в сутки, сказали в оперативном штабе. На настоящий момент усилена вновь работа, как я уже говорила, волонтерских служб на территории республики. За все эти 8 месяцев пандемии именно волонтерский корпус республики показал себя как один из лучших корпусов вообще в целом. И в целом необходимо сегодня и поблагодарить волонтеров, и призвать их вновь дальше помогать, оказывать помощь нашим людям, которые сегодня находятся в том числе на самоизоляции. Почему я обращаю сегодня на это внимание? Потому что все-таки в условиях пандемии оказание помощи именно гражданам, которые находятся в условиях самоизоляции, они должны оказываться, любая помощь должна оказываться по строго установленным правилам. И наши волонтеры этому обучены. За отсутствие масок у пассажиров общественного транспорта будут привлечены к административной ответственности не только сами пассажиры, но и водители автобусов, вплоть до снятия рейса с маршрута. Об этом минувшим днем сообщили на заседании городского оперативного штаба. До конца этой недели городские власти должны внести предложение, как можно это притворить в жизнь. Дело в том, что городской оперштаб предложил штрафовать водителей автобусов за допущение пассажиров без защитной маски в салон общественного транспорта и снимать таких водителей с маршрута. Пассажиров будут высаживать из автобуса нарушителя и пересаживать на другой маршрут, либо на дежурный автобус, который будет сменять такой транспорт. По словам представителей самих транспортников, Союзавто и самих водителей автобусов, введение такого порядка не только приведет к сбою в действующей системе работы, но и увеличит конфликтные моменты с пассажирами. Ведь до наступления сильных якутских холодов осталось совсем немного. Дело в том, что, допустим, если автобус в середине маршрута снимут, и между теми автобусами у нас получится очень большой интервал. Естественно, как бы автобус, который впереди машина шла и который сзади, допустим, они снижают, но это все равно не тот будет интервал, и у нас будет это нарушение. На сегодняшний день задача водителя – это из точки А в точку Б, как вы и сказали, перевести безопасность. Безопасность у нас стоит на первом месте, так скажем. Вот. Автобус, подъезжая к остановке, у него занимает посадка-высадка пассажиров занимает 30 секунд, грубо говоря, до минуты. И поэтому водителю сложно на сегодняшний день контролировать. Да, на нас возложили обязанности, штрафы вот эти все, но это очень сложно. К другим темам. Правда ли в столице участились случаи исчезновения женщин? Как пояснили в МВД региона, это не носит криминального характера. Местонахождение некоторых пропавших женщин уже установлено. Один из главных причин исчезновения – это злоупотребление алкоголем и конфликты с родственниками. Так, к примеру, 8 ноября в полицию поступило сообщение о пропаже 32-летней жительницы столицы. Она была обнаружена полицейскими у своих знакомых. Выяснилось, что женщина ранее неоднократно уходила из дома. Другая история. 19-летняя жительница столицы, которая 31 октября вышла из дома по улице Автодорожная, найдена оперативниками в тот же день. А накануне, другой пример, в полицию обратилась дочь 44-летней женщины, которая покинула дом по Лермонтово в столице и пропала без вести. 19-летняя жительница города Якутска, которая 31 октября ушла из жилого дома по улице Автодорожная, разыскана оперативниками в день поступления заявления.
Дежурную часть. Также вчера в полицию обратилась дочь 44-летней женщины, которая вышла из дома по улице Лермонтова и пропала без вести. В настоящее время проводятся разыскные мероприятия по установлению ее местонахождения. Стоит отметить, что женщина ранее неоднократно самовольно уходила из дома. С введением ограничительных мер все чаще граждане стали использовать электронные сервисы для оплаты различных услуг. Преимущественно это сайты пенсионного фонда, а также оплата услуг ЖКХ. Для удобства населения созданы приложения для мобильного телефона. Разбиралась во всех приложениях и технологиях наш корреспондент Полина Долинская. В период введения ограничительных мер в нашей республике самыми часто используемыми электронными сервисами стали такие платформы, как сайт Пенсионного фонда России и ГУП ЖКХ для оплаты жилищно-коммунальных услуг. И если коммунальщики начали осваивать виртуальное пространство совсем недавно, в ПФР на протяжении 5 лет активного использования успели наладить всю систему взаимодействия с населением. На сегодняшний день, естественно, все государственные предприятия уже оказывают эти услуги в электронном виде. То есть Пенсионный фонд одним из первых начал эту работу удостоверения личностей заявителей. То, что мы эту работу начали с 2015 года, у нас такого роста нету. У нас оно стоит 84%. То есть и в 2019 году, когда мы достигли от всех поступивших заявлений, обращений за государственной услугой Пенсионный фонд, 84% они поступили в электронном виде. Реализация 249-го указа президента России о единовременной выплате семьям, имеющим детей, для Пенсионного фонда выступил как показатель слаженной работы. 90% обращений мы приняли в электронном виде. Почему вот эта вот работа по указу у нас пошла, она была заявительной, да? Потому что в информационных системах Пенсионного фонда нету данных на расчетных счетов, например, мамочек, семей, да? Поэтому вот эта работа была именно заявительной. Работу мы закончили, можно сказать, в республике все получили эти выплаты. ГУП ЖКХ республики сравнительно недавно стал использовать виртуальные платформы для работы по вопросам населения. Тем не менее, значительные результаты уже есть. С момента ввода ограничительных мер на территории Республики Саха-Якутия прирост онлайн-платежей, проводимых через сайт ГУПа ЖКХ и мобильное приложение нашего предприятия, составил 30%. Кроме этого, наблюдается спрос потребителей на онлайн-сервисы Сбербанка онлайн и ГИСа ЖКХ. Также у якутян есть возможность, не выходя из дома и без комиссионных сборов, оплачивать услуги дистанционными способами. На сайте ГУП ЖКХ Республики Саха-Якутия, в личном кабинете с помощью мобильного приложения, через платежные системы Сбербанк онлайн и государственную информационную систему dom.госуслуги.ру. Одним словом, созданы все условия для удобства и безопасности граждан. Во-первых, вам нужно знать минимум информации для того, чтобы производить такие оплаты. Достаточно знать лицевой счет, который вы можете также узнать на нашем официальном сайте. Это оперативно. Не нужно создавать толкучки в кассах по приему платежей, которые, кстати, тоже продолжают работать, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы. Но, тем не менее, не выходя из дома, находясь в тепле, вы можете оплатить любые услуги, потребленные, любые жилищно-коммунальные услуги и оставаться в безопасности. Дистанционное обслуживание населения на сегодняшний день – самая актуальная тема. Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере – это одна из стратегических задач развития страны на период до 2024 года. Все, что мы можем сделать сейчас – это осваивать новые технологии и шагать в ногу со временем. Полина Долинская, Владимир Павлов, Якутск. В эти дни проходит Европейская неделя качества. Приходя в магазин, каждый из нас вправе рассчитывать на качественное обслуживание, на качественные товары и услуги. Одной из организаций в Якутске, кто отвечает за качество, является Якутский центр стандартизации и метрологии. Этот центр занимается несколькими направлениями: проверка средств измерений, стандартизация и сертификация различной продукции,
весов в магазинах. В центре работают несколько лабораторий по механическим, электротехническим и теплотехническим видам измерений. Частные лица к нам обращаются по поводу поверки счетчиков. Это счетчики воды, счетчики электроэнергии. Также могут обратиться за поверкой тонометра, проверить свои домашние тонометры, весы свои домашние могут проверить. Обращаются владельцы магазинов продуктовых, проверяют свои весы. День экономиста отмечают сегодня в России. Также в этом году 25 лет исполняется региональному министерству экономики республики. С первых дней в ведомстве была разработана целевая программа социально-экономического развития Якутии. Результатом ее реализации стал рост продолжительности жизни с 62 лет в начале 90-х годов до 73 лет в 2019 году. Выросли доходы жителей региона, улучшилась инфраструктура, ежегодно вводятся в строй десятки новых социальных объектов, обновляется и расширяется сеть газификации населенных пунктов. В 2007 году правительство страны утвердило первую региональную масштабную программу, схему комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики республики. За 13 лет ее реализации появились новые отрасли экономики, созданы сотни рабочих мест. И сейчас в результате реализации национальных проектов, национальной программы развития Дальнего Востока, мы ставим цель увеличить продолжительность жизни до 79 лет. Уровень бедности населения в 1995 году составлял 30%. По итогам 2019 года это 17,9%. А к 2030 году мы должны сократить более чем в 2 раза уровень бедности. Считаю, что это основные стратегические задачи, на которые нацелена работа Министерства экономики, и всех органов власти республики. Минобрнауки России утвердила порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Новые правила вступят в силу уже со следующего учебного года. Основной акцент на расширении возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможности абитуриентов при поступлении в вузы. К примеру, введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Также вузы смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов. Например, вступительное испытание по физике и информатике. При этом абитуриент сможет представить результат ЕГЭ по физике или информатике по своему усмотрению. Данные изменения для вузов означают увеличение числа абитуриентов для отбора лучших, а для абитуриентов, в свою очередь, расширение возможностей поступления с различным набором результатов единого госэкзамена. Сдача ЕГЭ – это все-таки стресс для будущих выпускников, будущих абитуриентов, да, и не всегда один экзамен может быть сдан хорошо. Если раньше, например, выбор был только если я хочу выбрать это направление, у меня 3 экзамена, да, то у меня сейчас еще и возможность дополнительного экзамена ЕГЭ, сдав который я имею больше возможностей поступить. Это сделано в сторону абитуриента. В Мирнинском районе стартовал муниципальный этап всероссийского чемпионата профессионального мастерства школьников WorldSkills Junior. Район впервые принимает участие в смене для юниоров. Участниками стали более 50 школьников и воспитанников учреждений доп. Образования. Торжественное открытие чемпионата состоялось в онлайн-режиме. Выполнять конкурсные задания ребята будут также онлайн через Zoom. Соревнования проводятся по 4 направлениям. Это промышленный дизайн, веб-разработка и программирование, графический дизайн и фотография. Данный чемпионат направлен, как известно, на развитие профмышления и раннюю профориентацию школьников. Во второй день с 2 до 4 часов в деловой части планируется выступление представителей компании Майтона. Они должны будут рассказать детям про профессиональную ориентацию, то есть те же графические дизайнеры, промышленные дизайнеры. Дальше у нас выступает представитель Центра опережающей профессиональной подготовки города Якутска. Стратегические задачи системы образования стоят такие, что создание основ, навыков,
профессиональной подготовки школьников к новым профессиям. К сожалению, у нас пока один населенный пункт, которого недостаточный интернет. К сожалению, пока Сюльгюкар не участвует. Надеемся, что к концу года там тоже будет оптоволокно, поэтому на 2021 год будем более расширять компетенции и охват детей будем тоже увеличивать. Такая задача перед нами стоит. Увидимся в ближайших выпусках в 19:00 и на итогах дня в 8 вечера. Оставайтесь с нами, берегите себя и здоровья.